Здравствуйте, друзья! Вы помните, что недавно мы спасли от усыпления лабру из Краснодарского края Дану, у которой сильный многолетний отит ушей, и они ее очень беспокоят. Первый этап лечения 2 недели прошли, сняли отек ушей, и теперь врач увидел, что ушная перепонка сгнила. Да, прогнила, вот как мы тогда с той красавицей с Дашей делали, вот теперь точно так же и с ней будем делать. С наркозом. То есть я расширила слуховой канал, вымыла оттуда содержимое, сейчас вижу барабанную перепонку, там дырка. Все, идем оттуда из булы вымывать. А мы сейчас это можем сделать? У Кострова Андрея Леонтьевича, мы же тогда у Даши мылись. И там отверстие, через которое вытекает в голову гной. Следующий этап – это под наркозом проводится видеотоскопия среднего уха с забором бак посева, то есть вымывание из ушного сгнившего отверстия всего гноя и других выделений и взятие анализа, чтобы правильно подобрать лечение. Это будет стоить порядка 35 тысяч. Да, лечить сейчас не на что, не до этого. Тогда зря, выходит, спасали. Зачем? Но назад дороги нет, и оплачивать нечем. И вчерашний визит к доктору тоже стоит денег. И дойти до клиники 50 километров пешком собака не дойдет, а значит оплатить транспортировку. И оплачивать саму передержку с медуходом, где она живет и где о ней заботятся. И промывают регулярно уши. Следующий месяц надо оплатить. И тоже я вас очень прошу о помощи. Друзья, я не справлюсь без вас, однозначно. Может, зря ее спасали, раз так тяжело все дается. И денег на лечение соберем или нет. Если ее вылечим, то ее заберут в Европу. Но для выздоровления нужна ваша помощь, друзья. Иначе все зазря. Ну как у тебя ушко? Покажи. Вот как ушко у тебя, да? И одно ушко обрезано у нас. Вот. Вот. И лапочка. Пошли, малышка, пошли. Пошли. Иди сюда. Пошли в клинику, пошли. Друзья, теперь о Луне, которую, как вы помните, в январе порвал сородич в вольере. И такое долгое лечение у нее идет уже 3-й месяц. Основные раны зажили и даже выросла шерсть. Но остаточные открытые участки еще остаются. И лечение надо продолжить, только без бинтов. И суметь сохранить раны в чистоте одновременно. У нее подошло время оплаты за передержку. Если не оплатить, держать ее не будут. И в вольер ее тоже нельзя. Мне некуда ее девать. Помогите, пожалуйста, оплатить ее содержание с лечением. Это 20 тысяч. Без вас не справлюсь, друзья. Времена тяжелые, денег нет, денег не хватает. И вот это все лечение из последних сил. Помогите, пожалуйста. Настолько тяжело сейчас с таким количеством собак, плюс с собаками проблемными по здоровью, и без соцсетей, и еле живым интернетом. Такого не было никогда за 10 лет. Я не вытяну их без вас. Что с ними делать? Вы не разбираете их, вы не берете и на передержку, а количество их зашкаливает более 200. Сегодня я прошу на оплату лечения и содержания 2 собак. Помогите. Я выдохлась.